Для каждого ребенка, который приходит в школу, встреча с первым учителем – это прежде всего встреча с новым, особо значимым человеком, второй мамой. Эта встреча может помочь ребенку стать хорошим человеком, обрести свое собственное лицо, уверенность. Ведь именно учитель начальных классов одновременно преподает и воспитывает будущую личность. Таисия Хароновна Бейбулатова более 30 лет своей жизни посвятила детям. Окончив вуз, сразу пошла работать в школу. Как признается Таисия Хароновна, любовь к этой профессии зародилась у нее еще в раннем детстве. У нас был замечательный педагог Ихаева Хажар Баудиновна. Такие дала нам ощущения новые. Первым желанием было желание быть похожим на нее. Она увлекла нас в мир знаний, нам очень нравились ее уроки. И мне кажется, половина нашего класса вот тот же день решили, что они станут педагогами. Я окончила университет имени Льва Николаевича Толстого, получила специальность физика, преподавателя физики. Работа с маленькими детьми мне очень понравилась. В этой школе по просьбе коллектива на второй же год моей работы меня попросили принять должность заведующего по воспитательной части. Я работала в то время и физиком, и учителем начальных классов. Мне пришлось, конечно, отказаться от одной должности, и я решила оставить заучество и взяла начальный класс. Я поняла, что это вот действительно мое. Работать с маленькими очень интересно. Я видела в каждом ребенке личность. Это как раскрытая книга. И от учителя зависит, что будет написано на этой книге. Ведь мы не только учим детей, мы еще и наставники, мы их воспитываем. И то, что есть во мне, я могу заложить и в этих детях. Если ты честен с ними, а дети это очень чувствуют, и если ты добр с детьми, если ты относишься к ним так же, как к своим детям, как мать, как отец, они отвечают тебе тем же. Понимание можно найти сразу же с ними. Учителя начальных классов – особая категория в учительской среде. Они занимаются самой деликатной, важной, ответственной работой. Буквально за ручку переводят детей через бурный поток школьной жизни, в котором они оказываются, придя в первый класс. Только от любви учителя зависит, с каким багажом знаний и нравственных ценностей пойдет ребенок во взрослую жизнь. Писатель Лев Николаевич Толстой видел в педагогической профессии гуманистическое начало, которое находит свое выражение в любви к детям. Ребенок видит взрослого, он смотрит ему в глаза и понимает, относится он с душой к нему или нет. Для него он личность или нет. Поэтому, мне кажется, вот если учитель любит этого ребенка, любит как своего, то взаимопонимание у него с ним получится. И вот Лев Николаевич Толстой писал: если учитель имеет только любовь к делу, он будет хорошим учителем. Если учитель имеет только любовь к детям, он будет лучше того учителя, который прочел все книги, но не имеет любви ни к делу, ни к ученикам. Если же учитель совмещает в себе и любовь к делу, и любовь к детям, тогда он совершенный учитель. Любовь учителя к детям должна быть без каких-либо условий. Любить ребенка значит любить его независимо ни от чего, независимо от внешности, способностей, достоинств, недостатков, плюсов и минусов. Именно такой любовью любит своих учеников наша героиня. Каждый педагог старается быть хорошим учителем. Мне кажется, вот на сегодняшний день в школах нет людей, которые не любят детей. Потому что работать в школе и не любить детей невозможно. В школе сейчас остаются только люди, которые действительно любят детей и хотят вырастить их образованными, достойными своей страны людьми. Я всегда
старалась работать над собой. И для меня всегда был важен рецепт, который дает великий педагог, учитель начальных классов Шалва Аманашвили. Он пишет: «Возьмите чашу терпения, налейте туда полное сердце любви, бросьте 2 пригоршни щедрости, плесните туда же смеха, юмора, радости, щедро посыпьте добротой, добавьте как можно больше веры и все это тщательно перемешайте. А затем намажьте на кусок дарованной вам жизни и предлагайте всем, кого вы встретите на своем пути. Ведь учитель – это состояние души, образ жизни, мировоззрение». Важным условием сохранения душевной близости с учениками является школьная атмосфера, психологический климат в классе, ведь класс для ребенка должен стать семьей, где он чувствует себя равным среди других детей, защищенным, где ему уютно и тепло. У Таисы Хароновны в классе всегда царит веселая атмосфера. Учитель наполняет ребенка знаниями, опытом и мудростью, как драгоценную вазу, ведь каждый пронесет этот весомый вклад через всю свою жизнь. Кто такой учитель в глазах маленького школьника? Какая Таисия Хароновна в их представлении? Таиса Хароновна лучшая, хорошая, красивая. Таиса Хароновна добрая и хорошая. Таиса Хароновна хорошая учительница. Красивая. Современный учитель – это прежде всего умелый учитель. Он отлично справляется с главным заданием своей профессии. Это человек, которому дано обучать других. Хороший учитель дарит детям удивительное качество, способность познавать мир и развиваться. Сидела перед компьютером, готовилась к утреннику, планировала, какое стихотворение у какого ученика в устах будет звучать красиво. И вдруг нашло какое-то вдохновение, из глубины души, наверное, полились слова. Я решила их записать, взяла рядом лежащий листок бумаги, и получилось маленькое стихотворение, которое я посвятила своим первоклашкам. Есть в этом мире чудная страна, детством называется она. В той стране живут крохотные существа, с душой огромной, как сама весна. В их глазах видна небо синева, чистота росы, красота зари. Ты этот мир храни, пуще всех богатств, чтоб тепло души не иссякло век. В отражении глаз, чтобы был всегда солнца теплый луч, щебет первых птиц, чтобы их сердца не мрачала в грусть, и в глазах цвела вечная весна. Вот, конечно, я не поэтесса, но вот такие строчки сложились у меня так, сами собой. Как признаются коллеги Таисии Бейбулатовой, она не только хороший педагог, но и хороший советчик, наставник и просто замечательный человек. Мы давно работаем с Таисой Хароновной. Это очень хорошая учительница, профессионал в своей работе. И как товарищ она всегда может подсказать, помочь, направить. Дети ее очень любят, потому что она находит с ними общий язык. Уроки она преподает очень профессионально. На ее уроках можно увидеть разные формы преподавания, научиться многому. Всегда на уроке бывает хорошая взаимосвязь ученика с учителем. Это значит, что учитель на своем месте, что она свою работу очень любит и отдает всю свою душу. Родители тех малышей, которым посчастливилось попасть в класс к Таисии Хароновне, уверены, что их дети будут учиться на отлично и грызть гранит науки с удовольствием. Таисии Хароновне мы попали в первый А-класс в этом году.
Это были рекомендации тех родителей, которые уже прошли обучение у этого педагога, у этого учителя начальных классов. И если честно сказать, то я подошла к стенду, где были вывешены все фотографии учителей. И, в общем-то, знаете, даже чисто интуитивно я поняла, что я пойду именно к Таисии Хароновне. То есть не я пойду, а мы пойдем с моим сыном. Почему? Потому что, вы знаете, вот этот образ учителя начальных классов, образ учителя первых классов, образ учителя, моего самого первого учителя, он настолько близок был с моим педагогом. Это мама моего сына в начальной школе, это его добрый наставник, это тот человек, которому я могу доверить его судьбу начальной школы, я могу доверить его знания благодаря Таисии Хароновне и нашим совместным усилиям. В Таисии Хароновне Бейбулатовой мы видим истинную чеченскую женщину, пример для подражания. Она вырастила не один десяток достойных учеников. Желаем ей творческих успехов и говорим огромное спасибо за столь бесценный вклад в воспитание подрастающего поколения. Ну а самая большая благодарность – это любовь учеников. Мы